Друзья, всем привет, всем салам алейкум. С вами я, Тимур Хусайнов. И я сегодня решил уйти с Яндекса. Не потому, что меня все не устраивает, а потому что мне интересно поработать немножко в Ситимобиле, там, GetTaxi, Везет и так далее. Ребят, спасибо каждому за просмотр, за лайки, за каждую комментарий и, конечно же, за подписку. Прошлое видео набрал 10 тысяч просмотров. Это огромное количество просмотров для меня. Мне это очень приятно, ребят. И плюс я хочу ответить пару комментариев, конечно, которые написали, и я решил даже им ответить тут. Так, поехали. Денис Лихоманенко. В общем, ребят, не обращайте внимания, когда у меня где-то будут какие-то ошибки. Вы можете, кстати, написать в комментарии и исправить. Я не против. Я, наоборот, буду стараться и буду рад, если кто-то исправит. В следующий раз зато будет намного лучше. Денис. Красава, братишка, работящий. Успехов тебе по жизни. Тигр. Тебе также и твоим родным. Побольше таких веселых и активных подписчиков. Респект, Денис. Тигр. Меир М. Оразбахоу. Респект с Казахстана. Тигр, еще один. Так, Цзян Тайгун. О, охренеть, китаец. А, нет, он на русском пишет. Заработал 4000, а кушает булочек в машине. Какая прекрасная работа. Да, братан, прекрасная работа, поверь. А, там, кстати, у меня не булочка была, там у меня то ли хачапури было, то ли сосиска в тесте. Но поверь, братан, Цзян Тайгун, этот хачапури или там сосиска в тесте на 100% полезнее, чем твой доширак, который лежит у тебя в кухонном столе. Ладно, шутка, братан. Будь ты всегда на позитиве. Да так получилось, что я взял по дороге и перекусил, снимал на видео. Вот, и так, Акбар Исмаилов, брат, ассаламу алейкум, как можно с тобой связаться? Ребят, на каждом видео я оставлю ссылку под описанием видео и ссылку инстаграма, точнее, можете подписаться, смотреть, там тоже у меня минутные хорошие видеоролики, полезные, прикольные, там всякие бывают. И там я, конечно, сразу же всем отвечу, всегда. Переходим, или можете просто так найти timurka.37, это я. Вот, можете там написать, и я, конечно же, отвечу сразу. И давайте, ребят, сейчас расскажу немножко о работе в Яндекс.Такси. То, что сообщения реально, комментариев очень много было, какие проценты, стоит ли работать или нет. Ребят, поверьте, если вы где-то работаете, там, не знаю, в каком-то помещении, в каком-то складе, в каком-то магазине работаете, получаете около 40 тысяч рублей в месяц. Если у вас есть желание работать в такси и как бы на аренде, поверьте, она того не стоит. Вам проще работать там, тихо, спокойно. Вы знаете то, что вам надо прийти на работу там 8 часов, вы до 6 будете работать, и все. Через месяц вы ожидаете уже свою зарплату. И вы уверены, что получаете там 40 тысяч 50. А здесь нет. Вы берете машину в аренду, сначала даете там рублей 10 депозит, потом выходите на линию. Первый день, второй день, третий день работаете, и как бы за рулем не каждый может так целый день работать. Извиняюсь за выражение, ебашь там целыми днями. Это надо иметь железные нервы по этой дороге, по этой, как эти, блин, не знаю, как их назвать, столько тут лихачей, как ездят они, надо все это терпеть. Как говорят, надо ездить по правилам 3D, дай дорогу дураку. Как бы надо спокойно ехать, если кто-то сигналил, надо пропустить. Не, ну можно, конечно, выйти там, да, ау, ты чё там, допустим, но это все ни к чему, поверь, только к худшему идет, тратишь время, нервы, и не дай бог, там, ты будешь еще драться с ним, потом и полиция заберет. Это все у меня было, ребят. В общем, ребят, берете в аренду, дальше будете работать, и не факт, что вы будете заработать сегодня, допустим, 2000 рублей. Ну, не всегда это получается, понимаете, ребят? Надо искать машину, найти и так далее. А когда вы берете машину как бы под выкуп, тут то же самое, тот же самый роль играет. Если у вас есть желание работать и взять под выкуп, сначала поработайте неделю, хотя бы 10 дней на аренде. Работайте, если вам понравится, то потом, конечно, найдите нормальную, в хорошем состоянии машину и, конечно, через знакомых. Вот через интернет найти, у кого-то спросить не стоит. Ребят, сейчас полно мошенников, которые там сделают левые договора. Там берешь машину под выкуп, полгода катался, и они отнимают у тебя машину, и ты ничего не можешь сделать. Поэтому тоже, если есть желание взять машину, конечно, под выкуп, то
только через знакомых, только подстраховок. Можете там, не знаю, скрыто снимать это на телефоне, так как очень много таких случаев было, я слышал. Поэтому вот, берете на аренду, поработайте, если вас устраивает работа в такси, то, конечно, уже пересядьте на подвикуп. Год поработайте, и машина будет ваша. И еще один момент, то что, ребят, кто работает в Яндекс.Такси и Ситимобил, хотел вам посоветовать очень хороший, надежный таксопарк под названием ООО «Ватан». В этом таксопарке я уже работаю больше 1 года, 3% снимает с каждого заказа, и также Ситимобил. Но поверьте, такой надежный, без всяких мошенничеств, вот вранье. И ты снимаешь деньги самостоятельно, как бы ежедневно, с помощью приложения, которое устанавливается на любом телефоне. Так что всем советую. Оставлю, конечно, их номера в описании этого видеоролика. Вы обязательно позвоните, скажите, что вы от Тимура. Обязательно вас подключат, и вы будете работать, и будете благодарить меня, то, что такой хороший, надежный, всегда помогает, всегда ответит на все звонки, смс-ки своих водителей. Всегда поддерживает. Меня устраивает. Так что, ребят, вам тоже советую. И дальше, ребят, в последнее время Яндекс.Такси снимает 25-24% с каждого заказа. Вчера лично я работал, получается, у нас 19 число, да, было вчера. Вчера, вот, четверг, я работал. Такие дешевые заказы были. Я не знаю, я 10 раз нажал на кнопку заказать обратный звонок. Это понимают только те, кто работает в Яндекс.Такси. Там есть такая функция, заказываешь обратный звонок, тебе через Яндекс, они сами перезвонят. Вот, мне не звонили. Я хотел звонить, снимать на камеру, разговаривать с ними. Они мне не перезвонили. Реально такие заказы были, то что, блин, 13 километров едешь, у тебя 250 рублей. Но это не всегда так бывает, но зачем все это? Еще один момент, то что заказывала девушка такси, села на машину с подружкой, мы едем, она попросила заехать в один двор, у подъезда выбросить ее подружку. Я говорю, а где остановочка у вас или второй адрес? Она говорит, какая разница, мы же по пути едем. Тут же набрал в Яндекс, они тоже не перезвонили. Ну, конечно, я их высадил потом. Ну, что делать, другого варианта нету. Если их взять так с собой, ну, в смысле, так поехать, то они привыкнут, и, конечно же, в следующий раз с другими таксистами также будут поступать. Но в Яндексе есть, конечно, много минусов и много плюсов. Как-то так, кто поработает, тот узнает. Так что вот так вот. Я решил уйти с Яндекса сегодня, поработаю немножко на везет, там Ситимобил, GetTaxi, и посмотрим, где больше можно заработать, и без всяких этих, как бы, если все будет устраивать, конечно, буду дальше работать там. Сейчас попробую дозвонюсь до них, где быстрее примут на работу. Ну, конечно, везде примут, но кто быстрее подключит, только через телефон, чтобы такого не было, там поехать на офис, записаться где-то на какие-то тесты и так далее. Подключусь, поработаю, посмотрим, что будет. И еще один момент, ребят, обязательно еще раз пишите в комментарии, кому что больше нравится. Так как на прошлом видео у меня было столько комментариев, то что, ну, я когда спросил то, что, ребят, что больше снимать, что вам больше нравится, там были комментарии и пранки, и вайни, и все о жизни в Москве, как обычно я это делаю и снимаю. Еще раз маленький опрос. Обязательно пишите в комментарии, ребят, что снимать дальше. Я решил, у меня такая идея. Вот, наверное, после этого видео я уже буду выкладывать. Или там, не знаю, посмотрим. Очень хороший пранк. Ну, такой жесткий. Вот. Что вы думаете по поводу этого? Просто, как я понял, то, что вам, точнее, ну, многим из вас нравится, чтобы я снимал там пранки в войне, социальные эксперименты, все о жизни в Москве. Ну, такое, то, что я обычно делаю. Спасибо каждому за подписку. У вас уже 15 100 человек, 100 подписчиков. Топим дальше, ребят. Обязательно подпишитесь, включите уведомления, и мы будем на связи. Всем спасибо. Всем ассаламу алейкум.